Это программа «Актуальное интервью». Как повысить качество жизни граждан, снос и переселение из аварийного жилья, вопросы занятости, борьба с бедностью. Эти и другие вопросы сегодня стоят во главе угла у властей всех уровней. Хватает ли средств, полномочий и реальных механизмов управления у муниципалитетов? Об этом поговорим сегодня с гостем нашей студии. Это глава города Ленск Харонов Александр. Александр Александрович, здравствуйте. Муниципалитеты должны были до марта предоставить свои программы по переселению из ветхого и аварийного жилья, чтобы на их основе была сформирована республиканская программа. Готова ли такая программа у Ленска и вообще как остро стоит в вашем городе вопрос с ветхим и аварийным жильем? Ну да, я должен вам сказать, что на сегодняшний день это, наверное, один из самых больших и, скажем, важных вопросов, да, который стоит перед муниципалитетом города Ленска, Ленского района и правительства Республики Саха-Якутия. Но по одной простой причине, что сегодня у нас по второму этапу, да, переселения граждан из аварийного жилья была проведена предварительная очень большая работа. Сегодня у нас признано аварийными только по городу Ленска 220 многоквартирных домов. Это, чтобы было понимание, порядка 140 тысяч квадратных метров. Это, наверное, третий или четвертый показатель по республике. И сегодня, конечно, эта проблема очень остро стоит перед городом Ленском, учитывая то, что город Ленск пережил в свое время два наводнения, да, это 1998-2001 год. Поэтому сегодня мы в эту программу попали, сегодня мы сформировали те необходимые программные мероприятия, которые сегодня мы защищаем на уровне республики. Да? Республика сейчас должна защититься перед фондом реформирования ЖКХ. И я надеюсь, что вот буквально через месяц, через два у нас эта программа заработает в полный рост. И у нас будет понимание, в какие периоды, сколько домов, сколько людей, сколько семей мы должны будем переселить в ближайшие 5 лет. Понятно, что перед нами стоит очень грандиозная задача. И я надеюсь, что при поддержке правительства Республики Саха-Якутия, Александра Сергеевича Николаева, мы эту программу сможем реализовать на территории города Ленска и сможем закрыть весь аварийный жилфонд и закрыть этот вопрос через 5 лет. А как вы относитесь к тому, что полномочия по реализации этой федеральной программы по переселению переданы в дирекцию жилищного строительства и какие функции для реализации этой программы остались у муниципалитета? Ну, на сегодняшний день, да, принято решение о том, что, скажем так, единый заказчик это будет дирекция жилищного строительства, да, которая создана при Министерстве строительства и архитектуры Республики Саха-Якутия. Но давайте так, да, мы, главы муниципальных образований, скажем так, было принято решение, понятно, кому-то это решение нравится, кому-то не нравится, но оно сегодня принято, и, соответственно, мы его должны выполнять. Поэтому в данном случае с нашей стороны мы оказываем всемирную поддержку. Значит, дирекция жилищного строительства будет размещать аукционы на строительство, на выкуп, на компенсационные выплаты. Но мы со своей стороны на местах должны будем обеспечить реальную поддержку тех вот программных мероприятий, которые будет реализовывать дирекция жилищного строительства. Поэтому с нашей стороны понимание есть, никаких, скажем так, мыслей о том, что эту программу мы выполнять не будем, нету, потому что, в первую очередь, я являюсь главой города Ленска, меня избирали жители города Ленска, и, соответственно, скажем, жителей мало волнует, кто будет реализовывать эту программу. Глава города, глава района или, скажем, дирекция жилищного строительства. Главное для людей, чтобы эта проблема была решена в ближайшие 5 лет. Поэтому с нашей стороны мы сегодня отрабатываем все вопросы. Нам необходимо провести собрание на каждом доме, да, представляете, 220 домов, сколько это работы. Определиться, значит, сегодня механизм реализации переселения граждан из аварийного жилья предусматривает, скажем так, 3 механизма. Это строительство нового жилья, это компенсационные выплаты и выкуп на вторичном жилье. Скажем так, я уже обозначил свою позицию и в городе, и, скажем, в правительстве, да. Я противник выкупа вторичного жилья и компенсационных выплат, по одной простой причине, что этим самым мы, наверное, простимулируем людей, которые еще сомневались, выехать или не выезжать из районов Крайнего Севера, да, в частности, из города Ленск. Мы их просто будем стимулировать на то, чтобы они получали компенсационные выплаты, продавали свое жилье и выезжали за пределы республики. Поэтому, скажем, я не сторонник
этих мероприятий у меня все-таки понимание такое, что мы должны строить новое жилье и предоставлять его людям. А люди уже потом должны сами определиться, будут они жить в новом жилье или решат его продать и уехать из города Ленска. Ну, на ближайшие 5 лет объем работы предстоит, я так понимаю, колоссальный. Программа должна в полной мере быть реализована. Но что касается предыдущих программ по переселению из ветхого аварийного жилья, были ли они реализованы в полном объеме? Не осталось ли у жителей, может быть, города каких-то нареканий, замечаний или предложений? Ну, знаете, когда реализовываются очень большие программы, да, программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, это была очень большая программа. И, скажем, город Ленск в первый раз попал в такую большую программу, где было такое финансирование, чтобы было понимание, за 5 лет город Ленск получил 1 миллиард 700 миллионов рублей. Этих денег, ну, скажем так, в бюджете города никогда не было. И при реализации таких программ, понятно, возникают всевозможные нюансы. И, скажем так, есть люди, которые остаются недовольными. Ну, это реалии сегодняшнего дня. Поэтому, скажем, на сегодняшний день программа переселения, первый этап, да, так вот условно я его назову, в нем участвовало 44 многоквартирных жилых дома, это порядка 23 тысяч квадратных метров аварийного жилья. На сегодняшний день она у нас полностью реализована, у нас там осталось 2 проблемных семьи, с которыми мы сегодня, ну, скажем так, видим, да, судебные там всевозможные моменты, но я думаю, что сегодня мы их завершим. А так, в принципе, да, жилье все построено, люди переселены, и, скажем, мы первый этап закрыли полностью, и сегодня у нас по нему вопросов нет. Ну, кроме комфортного жилья, горожанам очень важно и состояние города, в котором они живут. Как реализуется в Ленске программа комфортной городской среды обитания, насколько город становится благоустроенным и чистым? Ну, вот, наверное, сегодня это один из самых, наверное, важных и главных вопросов, которые задают жители города Ленска. Но это, наверное, реалии сегодняшнего дня, и я думаю, что это востребованность не только в Ленске, да, это уже, ну, наверное, по всей стране. И, скажем, в прошлом году во время выборов президента Российской Федерации, да, 18 марта 2018 года, мы проводили рейтинговое голосование для того, чтобы поучаствовать в программе «Комфортная городская среда». Было отобрано 5 общественных территорий, которые вот на 5 лет мы запланировали под реконструкцию. В прошлом году мы определили, что это будет площадь Ленина, но это центральное место в городе Ленске, поэтому, скажем так, мы определили. И, скажем, вот сейчас на пленарном заседании съезда у меня будет выступление именно по комфортной городской среде. Понятно, что это очень хорошая программа, ее надо реализовывать, но, скажем, там возникают всевозможные нюансы при ее реализации. Это и подготовка проектно-сметной документации, это и государственная экспертиза, очень долго по времени, поэтому, скажем, не всегда удается реализовать те мероприятия, которые мы планировали. И поэтому, вот, скажем, Ленск, наверное, сегодня немножко отличается от всех городов, да, Якутии, но по одной простой причине, что сегодня нас называют центром нефтегазового промышленности Якутии, да, поэтому, скажем, у нас есть большие предприятия, которые сегодня базируются в Ленске. У нас у города Ленска, вот, у администрации выстроены нормальные деловые отношения с этими предприятиями. Ну, для примера, в прошлом году Таранснефть Восток у нас в парке поставила очень хорошую спортивную площадку стоимостью 5 миллионов 200. Газпром Тарансгаз Томск у нас установила очень хорошую спортивную площадку во дворе. Ну и, скажем, у нас, я еще раз говорю, выстраиваются нормальные деловые отношения, и, скажем так, вот эти предприятия участвуют в благоустройстве города. А сегодня у нас планируются очень большие работы по реконструкции улично-дорожной сети, освещение, тротуары, ливневая канализация, установка больших, скажем так, комплексных, да, площадок. Значит, мы сегодня отошли от установки там детских площадок, от установки отдельно спортивных площадок. Мы сегодня стараемся ставить во дворах спортивную площадку, рядом детскую площадку, рядом зону отдыха, для того, чтобы для всех категорий, скажем так, граждан эти элементы благоустройства работали и были востребованы.
последнее время еще одна проблема очень остро стоит и регулярно поднимается. Это так называемая мусорная реформа. Как новая система обращения с ТКО внедряется в Ленске? Есть ли проблемы с региональным оператором, с перевозчиками? И как жители реагируют на перемены, если они, конечно, есть? Ну да, на сегодняшний день, скажем так, мы входим в западную группу, да, районов, где определен региональный оператор. Это Миринское предприятие жилищного хозяйства. Значит, у нас с ними тоже нормальные взаимоотношения. Понятно, что они должны были зайти с 1 января этого года. Но, скажем так, перед новогодними праздниками, да, там, в начале декабря мы встречались со всеми управляющими компаниями, с представителями регионального оператора. Ну и, скажем, у нас было понимание того, что, скажем, после наступления Нового года у нас может возникнуть такой небольшой, ну скажем, коллапс, да, с вывозом мусора. Поэтому с управляющей компанией была проведена работа, мы с ними переговорили и, скажем, договорились о том, что до 20 января управляющая компания работает в прежнем режиме, то есть сбоев чтобы не было. Причем региональный оператор взял на себя обязательство потом возместить те затраты, да, по вывозу и сбору ТКО и вывозу их по полигон бытовых отходов. И, скажем, у нас большинство управляющих компаний отработало по нормальной схеме. Ну, скажем, 2 управляющих компании, к сожалению, самые большие в городе Ленске, 9 января и 10 января стали вывозить контейнера с мусорных площадок. Ну и, скажем, вот у нас тут возникли небольшие проблемы. Но эти проблемы были урегулированы, кооперированы. На сегодняшний день ситуация с вывозом мусора нормализовалась. Но вот сегодня, скажем так, есть одна проблема, это частный сектор, там, где у нас вообще отсутствовали площадки для установки контейнеров под мусор. Да? Сегодня мы должны определить эти места, согласовать их с собственниками. И, скажем, в течение вот этого года, я надеюсь, что в летний период мы сможем эти площадки определить, установить. Ну и, скажем, региональный оператор зайдет, установит там мусорные баки для того, чтобы вывозить мусор из частного сектора. Ну, скажем так, сегодня проблемы есть, но они все решаемые. Александр Александрович, я желаю вам успешного участия в съезде муниципальных образований и чтобы решения, которые будут на нем приняты, благотворно повлияли на развитие вашего города. Успехов вам. Спасибо. Я напомню, это была программа «Актуальное интервью». В нашей студии был глава города Ленск Харунов Александр. Я желаю вам удачи. До встречи в эфире.